Добро пожаловать или посторонним вход разрешен, но только сегодня и только для этих ребят. Не просто студенты, а будущие юристы, но сначала как следует проверка. Пост технического контроля и видеонаблюдения позади, а впереди экскурсия по режимному и административному корпусам. Кто-то из них уже уверен, что свяжет свою жизнь ОФСИН. В рамках профилактических мероприятий и в целях знакомства с профессией, так сказать, на практике, для них устроили экскурсию по следственному изолятору. Содержаться здесь – это психологически очень сложный момент для человека, потому что 24 часа вы содержитесь в небольшом помещении. И здесь условия в следственном изоляторе, как в строгом режиме. Главное условие – не отдаляться от группы, иначе, как шутят сотрудники, останутся тут навсегда. Рассказывают и показывают и карцер. Он здесь для особых нарушителей. Подобные места эти ребята видели только в фильмах. Кровать в штрафном изоляторе пристегнута к стене. При осуществлении отбоя в 22:00 она отстегивается, спальные принадлежности заносятся, и человек ложится спать. В 6 часов утром осуществляется подъем, соответственно, кровать обратно к стене пристегивается с выносом всех спальных принадлежностей. То есть здесь, именно в штрафном изоляторе, возможности заварить чайку, как говорится, и другие блага, которые есть в общих остальных камерах, здесь нету. Впрочем, и другие блага не так импонируют студентам. Ребята понимают, что в их жизни нет места для преступлений. Наоборот, они обещают внести службу на благо Родины. Заместитель начальника следственного изолятора рассказывает, среди заключенных немало и несовершеннолетних. Перечень нарушений, допускаемых несовершеннолетними, достаточно большой. Основные нарушения – это распространение наркотических средств, приобретение их, незаконное хранение. В том числе это незаконное участие в экстремистской деятельности. Это может быть просто лайк, это может быть комментарий где-то в соцсетях под постами запрещенных на территории Российской Федерации организаций. Все контакты с заключенными во время экскурсии исключены, а их здесь сейчас 160. За каждым из них строжайший контроль. Сверху, посмотрите, у нас находится Помост. Да, помост. По этому мосту, в период, когда здесь осуществляется прогулочное мероприятие, сотрудники осуществляют наблюдение за теми лицами, которые находятся в прогулочных дворах. В этой секции кто? Какие нарушители? Это нарушение в прогулочном дворе. Камеры ляться бахкаржви, ежедневно не менее 1 часа на прогулку их выводят. Разрешение на заявку с просьбой посетить тюрьму студенческая группа ждала долго. Стало это возможным благодаря Минмолодежи, которая и является организатором акции. На этом мероприятии мы решили привлечь студентов колледжа кадр для повышения уровня правовой грамотности будущих специалистов, где они сегодня смогли именно почувствовать работу правоохранительных органов, также смогли узнать, как работают именно сотрудники следственного изолятора. Экскурсия завершается диалогом. Студенты поделились своими впечатлениями и размышлениями об увиденном. По словам организаторов, подобные мероприятия будут проводить чаще, чтобы помочь студентам углубить свои знания о правовой системе и лучше подготовиться к будущей профессиональной деятельности. Кавакдива, Султан Магушков, Магаз 24.